Кто за данное решение, прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цифра vastu. 4. Коллеги, есть смысл голосовать? Я думаю, что нет. Решение принято. Päivät ja 3. raskeen sudella puutteita lasten ja lapsensuojeluteenusten ja muiden социальтeenusten osutamiseen, vaihtoehtojen kasvatamiseen kohti. Итак, третий пункт повестки дня – порядок использования средств на услугу по уходу за детьми с тяжелым и глубоким недостатком и на оказание прочих социальных услуг. Докладчик Эрик Вахтин. Уважаемые депутаты, действительно грустно, когда в семье есть дети, которые имеют какое-то тяжелое, глубокое и вообще проблема. Государство выделяет определенные ресурсы для тех семей, у кого действительно есть инвалидность глубокая или тяжелая степень. Этим семьям. Если до 1 января этого года существовало такое положение, такой порядок, по закону было уже определено, как эти ресурсы можно использовать, и местное самоуправление имело право использовать остаток этих ресурсов. И у нас был принято именно городским собранием такой порядок использования остатка. То в связи с тем, что изменилось закон социального организации, уже отменили такое ограничение, и местное самоуправление может использовать уже полностью эту сумму для того, чтобы развивать услуги и поддержать тех семей, у кого есть данная проблема, о чем я сказала. То есть дети до 18 лет. Самое главное то, что мы не выделяем этим семьям деньги, не определяем, что вы имеете право получить условно за 50 или 100 или сколько-то денег, а мы помогаем вам покрывать те расходы, которые вы нуждаетесь. Если у ребенка есть реабилитационный план, там перечислено уже специалистами, какие услуги он должен получать. Второй момент, мы не только услуги, а мы помогаем, если необходимость, приспособливать. Ну, вы поняли, о чем я сказала, помогание, я думала, напишу, чтобы лучше знали, но не надо было мечтать. То есть, если надо пандус, нужен менять или расширить двери, но мы перечислять сейчас такие моменты тяжело, но самое главное, что помочь. Есть еще такая нужда, что, например, родители хотят идти в отпуск, они тоже хотят отдыхать. И на 2-3 дня они нуждаются этого ребенка, если есть такое учреждение, и круглосуточный уход. Но самое главное, чтобы родители могли работать, чтобы был дневной уход за этими детьми. И поэтому покрывать какие расходы мы имеем право уже сегодня, не ждать, когда появляется остаток. То есть на что мы можем использовать в порядке, все перечислено, я не буду повторять. Но самое главное, что родители должны сами написать заявление и ходатайствовать об этом. Для этого они должны быть жители нашего города, то есть в регистре, они должны иметь реабилитационный план, есть специальные условия, что они наполнят. Хочу напомнить о том, что много было вопросов, что эти заявления родители должны принести сами или могут отправить через электронную почту. Сегодня мы живем в другом мире, можно и через электронную почту, но все равно личные контакты, если надо дополнительные данные, вопросы,
придется вызывать и помогать людям решать проблемы, которые перед ними стоят. То есть не буду я перечислять все моменты данного порядка. Самое главное, чтобы эти семьи, которые в нашем городе есть, чтобы они пришли, чтобы мы предлагали им возможность решать, улучшить их ситуацию, их ежедневную жизнь. Ну и все. Коллеги, пожалуйста, вопросы, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, в прессе, по-моему, пару недель назад была статья о том, что деньги кончились на социальную такую поддержку еще в первые 2 недели года. Деньги вообще государство выделяет? Они поступают регулярно и нормально? Да, они поступают регулярно и нормально на каждого ребенка семью 401 евро на персону. Сегодня у нас статья где-то 27 чем-то, да? Да. Это в год? Ясно. Больше мы не сможем использовать. Самое главное, что если мы до сих пор должны где-то в конце года ждать, что вдруг кто-то появляется, мы не смогли их использовать и появилась остаток. Сегодня мы можем уже эти услуги оказать уже хоть как-то, если появляется желание. Только на что мы не можем использовать это детские лагеря. То есть, если мы своим порядком предыдущие года могли бы из тех денег, из остатка, я имею в виду, использовать детские лагеря, тогда уже по закону это запрещено, но тогда мы должны посмотреть другие возможности. То есть на лагеря для этих же детей? Да, из этих денег мы не можем использовать уже по закону социального обеспечения. Это не нами придумано, это придумано теми людьми, которые принимали закон. Вы говорите, люди о разных средствах. Речь была о том, что закончились деньги на реабилитацию в государстве. Немножко другая. Это деньги. Вот я это и хотел. Да, это разное. Да, реабилитационный, да, действительно, Я проблема есть. не пойму, почему мы не можем в статью 2 внести использование денежных средств, например, лагерь для ребенка. Это та же самая реабилитация. Нет, у нас все тарасские животные, это у кого есть тяжелые степени и уже собор социального обеспечения там записано. Но мы можем, если это не значит, что мы не можем поддержать лагерей. У нас наш порядок, где мы называем пользование собственности, там у нас зафиксировано, что мы поддерживаем лагерей. То есть мы уже как будто предусмотрели то ограничение, которое в этом законе есть. Так что мы в городе силами поддерживаем, если такая нужда будет. Но из другого источника. Я с другого источника, я работаю. Пожалуйста, ты сказала, что можно детей инвалидов куда-то там на 3 дня для отдыха родителей. А куда это? Но мы знаем, что в ЮФ есть такое возможно, что тогда наша служба, социальная служба начинает смотреть, и родители сами, да, тогда уже заключать договор с этой организацией, которая эту услугу оказывает. Мы дневной, мы сегодня помогаем семье, принимаем в детском доме «Лотусе», у нас есть дневной центр «Павловскус», и что развивается этот Павловскус, специалисты работают не только как Павловскус, а как и услуга, где их пытаются всячески развивать и так далее, сколько это вообще возможно. Спасибо. Еще, пожалуйста. Пожалуйста, Валерий. У меня вопрос и, наверное, реплика. Есть ли данные у вас о том, сколько у нас детей этих с Раски и Судовки? Если мы говорим, что у нас Раски было где-то 65, и Чуков 3. Я хочу сказать, что на днях меня спросили фамилию, а цифры можем озвучить. Мне очень понравился этот порядок, настолько понравился и настолько это хорошее дело, и я бы хотел вас попросить, чтобы об этом как можно больше знали родители вот об этом порядке, которые имеют таких детей, и я не знаю, вплоть даже до обзывания, чтобы об этом знали все, да. Да, персональные. Спасибо, мы уже об этом
ведут это. Придут, когда придут и будут со своей стороны сделать. Пожалуйста, идите. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в социальной службе квалифицированные специалисты, которые составляют и консультируют жителей нашего города для составления реабилитационного плана? Реабилитационный план составляется Или жители должны самостоятельно это делать? реабилитационный план составляет социал-медицинский самый. У нас есть специалист, у кого есть обязанности, который должен консультировать, дать советы. Этот специалист у нас есть. Если у него на конкретный момент может быть всякое, что не знать, тогда его обязанность изучать вопрос, найти выход и решение. То есть я еще говорю, реабилитационный план мы не составляем. Эти реабилитационный план уже придут в наш социальный отдел. Инвестиционный департамент. Да, социальный департамент. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Замечания. Не вижу, тогда ставлю на голосование все до принятия постановления порядок использования денежных средств на оказание услуги по уходу и других социальных услуг детям, имеющим тяжелую и глубокую степень недостатка. Прошу голосовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Постановление принято. Так, seuraava neljäs punkti, Viron Мозаики Садом Атоющим Осоровыми. Четвертый пункт повестки дня – участие в недоходном объединении Viron Мозаики Садом Атоющим. Пожалуйста, докладчик Алексей Уважаемые депутаты, незаконное объединение Союза порта Филадельфия сделал город разменное предложение в состав незаконного объединения. Зачем это вообще городу нужно, почему это для нас важно? В последнее время город Соломяя взял направление развиваться на природную зону, и наш большой проект строительства променада предусматривает в том числе и соседство с малым портом, чтобы это был единый целостный объект. И в принципе, вне зависимости от того, как будет строиться променад или не будет, наличие малого порта для морского города, это в принципе важная составляющая. И улучшаются наши возможности, наша привлекательность как в туристическом плане, так и в принципе для проведения свободного времени, досуга и тех же морских дней и так далее. Чем занимаются незаконные объединения? Они проводят различные семинары обучения, в том числе за рубежом. Они содействуют инвестициям в портовую инфраструктуру. И в принципе незаконное объединение создавалось в первую очередь на проектной основе. То есть, когда открываются какие-то возможности финансирования извне, то незаконное объединение выступает координатором всех малых портов Филадельфии, подает проект, и уже на основании конкретно отдельно взятого проекта, если он получает финансирование, то все партнеры собираются и решают, каким образом, скажем, этот проект реализован. У нас уже в частности есть один проект, который был подан в программу укрепления конкурентоспособности регионов, именно под эгидой вот этого незаконного объединения. Мы партнеры в этом проекте, и если проект получает финансирование, то тогда, естественно, у нас уже покрыта своя доля, но тем не менее мы будем собираться с всеми партнерами и уже более детально этот вопрос разбирать. Также и со всеми последующими проектами. Целевых взносов на данный момент нет, и даже если они когда-то могут появиться, то в любом случае это решается единогласно на собрании. И если вдруг появятся какие-то обязательства, которые городу не подходят или неприемлемы, или превышают финансовые возможности, то всегда можно сказать нет, выйти из этого объединения и не нести никаких расходов с ним связанных. Вот такая краткая информация. Так, уважаемые, есть возможность задать вопросы? Давайте, пожалуйста. Пожалуйста, а кто еще входит в коалиционную? Сейчас как раз идет процесс подключения к этому незаконному объединению. У нас 5 малых портов выдавило. Уц, Тойла, Нарва-Ису, Нарва, ну и мы всегда говорим Соломяя, это по факту мы только вступили на этот путь развивать малый порт. То есть вот эти 5 основных партнеров видятся в составе этого незаконного объединения. Плюс учредителями являются два физических лица. Можно юридических лиц? Это исполнение юридических? Два физических лица. Да, юридических, да. Это Медисклуб и Фаби Мурла. Фаби Мурла это, ну скажем, его основная занятость,
по развитию Стойла, и в том числе он один из учредителей Стойловского порта и много уже лет занимается тематикой, и спасанием на воде, у него морской клуб есть, Фаби Мурова, он тоже в этой сфере образованный, то есть это люди, которые, по сути, свое свободное время посвящают именно портовому делу, то есть разбираются в этом вопросе. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Замечание? Так, не вижу. Тогда ставлю на голосование проект решения об участии Соломея в этом объединении. Кто за данное решение, прошу голосовать. Крис-Компост – это Валерий Кузнецович. Следующий пункт повестки дня – отчет о работе комиссии городского собрания по делам молодежи и спорту. Докладчик заместитель председателя комиссии по молодежи и спорту Моника Феофановна. Можно я? Да, да, конечно. Значит, как можно сидеть? Да, удобно вот. Я сказала, отчет молодежи, комиссии по молодежи и спорту выпал на довольно-таки длительный период. Это январь 2016 года и апрель этого года. Значит, основной сферой нашей комиссии это является то, что работа с молодежью, проблемы, связанные с молодежью, занятость молодежи и детей, вопросы, связанные со спортом. В комиссию нашу входит 9 человек, депутаты городского собрания, члены городского управления, а также люди, связанные конкретно со спортом и с молодежью. Всего за данный период было проведено 15 заседаний, из них 3 заседания, это заседания были совместные, связанные с правовой комиссией и комиссией по образованию и культуре. Вопросы и темы, которые рассматривались на комиссии, связаны с городским бюджетом, с времяпровождением детей, летнее времяпровождение детей, с дотациями спортивных клубов, с рассмотрением различных порядков, которые представляет городское управление, связанные с молодежью. Конкретно нашей комиссией было это все, что связано с тропой здоровья, как бы мы имеем к этому отношение именно в дальнейшем развитии, то есть мероприятия, которые на ней проводятся, эти моменты согласовываются. Рассматривались вопросы, связанные с финансированием спортивных мероприятий, программой развития города. Одной из основных тем это детские лагеря, организация их. Что бы хотелось еще отметить, что комиссия очень активно работает совместно с городским управлением, с чиновниками и также с комиссиями городского управления. В принципе, все. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть возможность задать вопросы. Если вопросов нет, есть предложение принять информацию в форме. Так, уважаемые коллеги, следующий пункт идет у нас 2 пункта информации. По первому пункту докладчиком стою я, и речь идет о создании Центра общественного транспорта. Сразу вам скажу причину, по которой я этот пункт предложила поставить в повестку дня, потому что буквально некоторое время назад поступило письмо от руководителя Союза самоуправлений Арна Росмана, а вчера еще пришло еще одно письмо, параллельно с этим, от министра по администрированию Михаила Корба. Письма эти очень похожи, но несколько разнятся. Согласно первому письму предлагается создать на уезде единый центр общественного транспорта. Я расскажу некоторую информацию, которую дали на последнем заседании Союза самоуправления, представлю ее в качестве слайдов. И параллельно с этим пришло предложение от министра Корба присоединиться уже к существующим в нашей стране центрам общественного транспорта. В данной ситуации нашему городу придется
принимать то или иное решение. В принципе, одно не исключает другое. Можно сначала создать педагогический центр, потом с этим центром войти в другой уже существующий центр. Но в любом случае решать это придется в ближайшее время, где-то май-июнь месяц, потому что это исходит из тех процессов, которые идут в нашем государстве независимо от наших решений. Я попробую вам дать некоторую информацию, которая, я думаю, будет вам полезна. Итак, реорганизация общественного транспорта в уезде. Это та информация, которая была представлена у нас непосредственно в нашем уездном управлении. Итак, уездные управы прекращают свою деятельность уже 1 января следующего года. Департамент шоссейных дорог берет на себя обязанности уездных управ уже с октября этого года, а центры общественного транспорта должны быть сформированы 1 января 2019 года. В принципе, время еще есть, но в любом случае это процесс не одного дня, поэтому вопрос поднимается именно сейчас, поскольку обязанности, которые выполняло наше уездное управление, период промежуточный будут выполняться несколькими организациями, в первую очередь, конечно, департаментом шоссейных дорог, но в том числе и теми организациями, которые будут создаваться на базе местных самоуправлений или вместе с ними. Итак, заверение департамента шоссейных дорог: уездные перевозки будут производиться в том же объеме, что сейчас. Это первое заверение. Маршрутная сеть будет оптимизирована там, где это возможно. Будет разработано больше востребованных линий, и определение регионов деятельности прежде всего будет исходить из наличия у пассажиров необходимости проезда и принципов эффективной логистики. Это те заверения, которые представил департамент шоссейных дорог о будущем центре общественного транспорта. Называется, как в будущем должен будет быть организован общественный транспорт, опять же, по мнению департамента шоссейных дорог, который представил несколько вариантов. Ознакомлю вас с возможными вариантами. Вариант номер 1. Местное самоуправление присоединяется к ближайшему центру общественного транспорта и становится его членом этого центра. Такие транспорты уже в нашем государстве существуют. На данный момент порядка 4. Это не в нашем уезде, даже не для района. Я потом скажу об этом несколько позже. Самоуправление дает информацию о потребностях своих жителей передвижения по конкретной территории, а специалисты этого центра на основании этой информации разрабатывают экономически целесообразную маршрутную сеть с учетом требуемой логистики. Изменение объема договоров в размере возможно до 20% от объемов еженедельных перевозок. О чем идет речь? Как раз о том, о чем говорили на процессе разговоров по административной реформе. Возможно, появится необходимость сообщения между малыми центрами проживания и центрами обслуживания или оказания услуг публичного сектора. В этой ситуации возможно увеличение транспортных маршрутов, еще раз повторяю, до 20%. Вариант номер 2. Если не будет желания присоединиться к существующему центру, то в соответствии с законом об общественном транспорте самоуправления могут сформировать свой уездный центр и организовать его на несколько уездов. Или организовать его на несколько уездов. Поскольку, согласно закона, речь пойдет о недоходном учреждении с участием государства, то для этого учреждения необходимо согласие правительства. На данный момент этот вопрос также рассматривается. Еще раз повторяю, письмо по тому подтверждению, варианты рассматриваются разные. После создания центра, укомплектования его нужными специалистами, нужно будет на основании административного договора уполномочить центр на организацию в уезде общественного транспорта. Сразу вам скажу, это исходит из нынешней ситуации, поскольку сейчас в нашем уезде после проведенных конкурсов блокпостов есть маршруты, которые действуют на основании договоров, действительных до 2020 года. То есть даже на тот период, когда уже будут созданы какие-либо центры, эти договоры еще будут в силе. Так, вариант 3. В проекте включена возможность того, что организация уездного общественного транспорта могут заниматься и объединенные самоуправления. Важно обратить внимание на то, что уездный договор можно будет целиком передать объединенным самоуправлением. Вот об этом я уже сказала. Существующие договоры могут передаваться в подобные рода центры, которые организованы совместным самоуправлением. Вариант номер 4.
случае, если каким-то объединившимся самоуправлением не подходит ни один из вариантов, то в этом уезде организация будет общественного транспорта будет заниматься мантеами через свои структуры. Это тоже вариант возможный. Не делать ничего, но когда в данной ситуации где-нибудь маршруты, которые проходят вдоль, которые проходят через, которые волей-невольно касаются жителей, например, тех или иных самоуправлений, будут решаться без их участия. Итак, мнение департамента шоссейных дорог об организации общественного транспорта будущего. Организация общественного транспорта будет заниматься Центром общественного транспорта, действующей в форме недовольных учреждений, куда будут введены местные самоуправления. Вместо уездных управлений департамент дорог будет заключать административные договоры с уже имеющимся Центром общественного транспорта. И эти договоры будут заключаться только в случае обслуживания тех линий, которые организует государство. А сейчас я перехожу к тому нынешнему положению дел, которое существует в нашем государстве. Уважаемые коллеги, вот здесь слева на данный момент существующие центры общественного транспорта. Это Харин, это Пярну, это Игева, Харин, Ярва и возможные, так называемые, новые члены. Обратите внимание, это или новые члены этих центров, или возможно, отдельно стоящие и функционирующие центры общественного транспорта. Это Рамба, уезд, часть Ляныма. Будем говорить здесь еще, так называемая Ляна Рамна. К Иговскому центру, возможно, или отдельно функционировать, подключаться Киева, Сашу, Валга и Выру. Что касается самостоятельных центров, вот здесь, они сейчас на данный момент предполагается всего 4 или 5. И тоже это объясняется многими моментами. Ну, Сара, Майкирма, это понятно, почему они самостоятельные центры, они находятся на островах. Но Великим тоже уже решили о том, что у них будет свой центр общественного транспорта. Остается и Давирова, и Ляновирова. Или совместно, или отдельно. На данный момент этот вопрос еще открыт. Сразу вам скажу, что в нашем уезде при Иволе, то есть при Союзе самоуправления, действует так называемая комиссия по транспорту, которую возглавляет старейшина Сугулина. И вот по мнению представителей этой комиссии предлагается, что, наверное, для всех самоуправлений было бы более целесообразно сейчас на этом этапе организовать недоходные учреждения на базе местных самоуправлений. В дальнейшем посмотреть, как будут функционировать передачи дел от департамента, от уездных управлений в департамент шоссейных дорог, при необходимости тогда уже подключиться к какому-нибудь существующему центру, если такая потребность возникнет. Но поскольку на данный момент отсутствует какая-либо информация о том, что же будет в составе этих центров, какого рода специалисты, поскольку я хочу вам сказать еще один момент, чем же будут в данной ситуации распределение деятельности. Это тоже очень важно. Пока это тоже на бумаге. Итак, в будущем госпосадки будут проводить сами центры, то есть сами самоуправления. За департаментом шоссейных дорог остается только консультация и поддержка, вероятнее всего моральная. Информация об объекте посадки будет исходить от самоуправления, то есть условия, линии, маршруты. В проведении посадок смогут принимать участие также самоуправления, входящие в центр общественного транспорта. Распределение деятельности. Чиновники департамента шоссейных дорог участвуют в работе комиссии по посадке в качестве членов. То есть уже в будущем центре заранее предполагается, что какими-то функциями будут обладать в том числе и члены этого центра в виде представителей департамента шоссейных дорог. Должности по надзору переходят в структуру департамента, в том числе надзор за продажей билетов в регионах. Формируются два региона надзора, северные и южные регионы, это уже в стране. Продолжается сотрудничество с другими ведомствами, полиция, различными нашими дорожными департаментами. Так что, уважаемые коллеги, на данный момент ситуация такова, никто еще не знает, каковы будут средства, чем это будет подкреплено, как это будет двигаться, но мы в той стадии, когда на данный момент уже надо начинать об этом думать. И, может быть, в следующий раз мы попросим городское управление, которое участвует в конституционных днях, наверное,
финансовых затруднений для города Черномырия, только пошлину, наверное, нужно заплатить за данную ситуацию, по-моему, дополнительно ничего. Но в любом случае прогнозировать дальнейшее развитие событий уже сейчас нужно. Еще раз говорю, в управлении нужно этим заниматься, чтобы потом через какое-то время мы на собрании уже могли это решить, исходя из тех данных, которые, ну, наверное, уже будут достоверными, а не прогнозировать. Коллеги, у меня все. Спасибо. Да, спасибо, Валерий. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, влияет ли создание вот этого центра транспорта на то, что слоняем бесплатный транспорт? Вы знаете, вот если в данной ситуации могу говорить только из того, из той информации, которую, например, говорят представители менеджерского муниципального министерства. Вопрос организации бесплатного общественного транспорта на повестке дня остается, никуда не снимается. То есть, по большому счету, касаться ли он будет уже существующих договоров, в данной ситуации это вопрос государства, будет ли он компенсировать затраты самоуправлений на эти маршруты, но вопрос остается и подтверждается в том числе представителей трех членов правительства. Еще раз хотели, да? Если я правильно поняла, вы сейчас склонны к тому, чтобы воскресенье организовать? Нет, что вы говорите. Если я, может быть, недостаточно хорошо выразила, в данной ситуации внутри уезда. Только мы сейчас говорим про уезд. В уезде создается наш доверенность общественного транспорта, или, второй вариант тоже, можно сказать, практически вирума, это и доверие, и вирума. И в этой ситуации, в любом случае, это наш местный, я имею в виду региональный. Нет, в любом случае, одни местные человека не могут. Можно тогда еще второй вопрос? Да. Вот местное движение местного транспорта внутри городского, оно будет... Оно остается на совести местного самоуправления. Да. Тогда это вообще не касается. Нет, коллеги, это касается. Это касается тех маршрутов, за которые мы даже с вами сейчас говорим. Например, как один из них, 115 маршрут, который мы с вами, я имею в виду горожане, оплачиваем дорогу. Тот заезд. Если это... или говорили и фонд. В этой ситуации это те маршруты, которые связывают самоуправление, они планируется сделать бесплатными. Но организация маршрута, логистика, куда делать, в какое время, это вот то, чем должны заниматься в любом случае представители местных самоуправлений, потому что они это знают, как никто. Это к ним обращаются граждане. А внутри городской ничего не меняется, пока, по крайней мере, на данный момент. Я просто говорю вам о том, что это будет в любом случае нас касаться, потому что оно и так нас касается. Нам придется в этом принимать участие. Спасибо, у меня все, но еще есть информация. Андрей Геннадьевич, следующий вопрос ваш. Информация короткая. Я хотел вам, Александр Шканич, напомнить, что срок подачи декларации 31 мая. Никаких изменений там серьезных нет. Все то же самое в электронной среде. Заходите в янтарь.е. Вам уже всем поступили уведомления. Вот, если будут вопросы, звоните, напишите, помогу. Если вопросов нет, то, значит, все то же самое заканчивается. Заходите, там предварительно уже все заполнено, из разных регистров засекаются данные, проверяете данные, если все в порядке, если все соответствует действительности, утверждаете. Все. 5 минут. Не могу сказать, по-моему. Коллеги, если нужна будет какая-то информация, есть городской секретарь, который всегда ответит на необходимые вопросы. Уважаемые коллеги, прежде чем вы сейчас зайдете, во-первых, спасибо вам, но я вас информирую, что следующее заседание городского собрания состоится через неделю, 4 числа, в соответствии с законом. Мы должны с вами в течение 10 дней совершить процедуры, которые связаны непосредственно с предложением правительства по изменению территориальным изменением нашего министерства. Коллеги, 4 число, сама договорилась, и целостности в том числе. Так что, уважаемые, себе планируйте, пожалуйста, 4 число, да, 4 мая 16:00 на сайте города существует уже и в русском, и в эстонском варианте мнение, отчет, вернее, работы рабочей группы. Пожалуйста, обратите внимание, потому что проект решения на эстонском языке в любом случае завтра вам будет послан
на русском языке та вводная часть, которая полностью повторяет выдержки из этого отчета, переводить ее мы просто не успеем за эти 2 дня. Это 40 листов текста, уважаемые, я им ищу дополнительно, так что они уже переведены, мы это сделали. Коллеги, можете обратиться непосредственно к первоисточнику и все там найти. Я думаю, что всю информацию соответствующую вы получите завтра по электронной почте. Еще раз 4 мая, 16:00. Спасибо всем, все свободны.